Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Казанский историк Дамир Исхаков и политолог Руслан Айсин встретились с татарами Урала в Екатеринбурге. Там состоялся круглый стол на пути к стратегии развития татарской нации. Сама встреча длилась более 2,5 часов. Мы вам ее всю пересказывать не будем. Отметим лишь, что на встрече была достойная дискуссия. Уральским татарам не очень пришлась по душе стратегия татар, принятая в Казани в конце августа этого года. Но стратегия есть. Это вообще самая первая стратегия татар. Странно ожидать, что стратегия устроит татар, а ведь наш народ дисперсный, расселенный. Татары проживают в самых разных условиях. У одних татар есть Татарстан, другие проживают как коренные народы в других регионах России. Есть и татары, проживающие диаспорами за пределами России. В общем, не всем угодить, но первый опыт есть, и это главное. Но вернемся к круглому столу с Русланом Айсиным и Дамиром Исхаковым и уральскими татарами. Дамир Исхаков рассказал, что сегодня есть опасения, что татары по итогам всероссийской переписи 2021 года могут потерять звание второй нации по численности в России. Численность у нас не растет. Если мы еще потеряем население татарское и уменьшим еще численность еще меньше, может случиться так, что мы потеряем второе место в России по численности. Почему? В России и так было довольно много украинцев. Потом присоединили Крым. В Крыму проживало 500 000 украинцев. Опять они стали российскими подданными. И после этого из Донбасса уехало много украинцев или полуукраинцев в Россию во время войны. И сейчас, на самом деле, украинцев стало достаточно много. Если все не запишутся украинцами, мы потеряем второе место. А что мы с этим Извиняюсь, на наше счастье, сейчас из-за русско-украинского противостояния украинцы, живущие в России, не очень признают себя украинцами, скрывают свои происхождения. И, наверное, во время переписи тоже не будут записываться. Это немножко помогает нам. Прослушав эти слова, уральские татары задались справедливым и закономерным вопросом. Что татарам в России дает второе место по численности? Пока мы занимаем второе место в России по численности, мы всегда можем сказать, мы важная составная часть российской истории, российской цивилизации. Мы, как Батраханов говорит, государствообразующая нация, поэтому имеем очень большие права в этом государстве. Это же вот непростые слова. Вы должны понимать, что татары сыграли важную роль в российской истории. Я не говорю про Золотую Орду. Вот, скажем, последний пример приведу. Я только что закончил подсчеты. Во время Великой Отечественной войны татары потеряли 200 000 человек. Это же наши родственники, деды, прадеды, предки положили свои, так сказать, тела на алтарь нашего Отечества. Почему мы не должны иметь права в этом государстве? Политолог Руслан Айсин объяснил уральским татарам, что численность татар, конкретно, например, в их Свердловской области, может стать решающим аргументом в выстраивании отношений с губернаторской администрацией. Например, если уральские татары всерьез возьмутся за открытие и развитие татарских школ в регионе. Перепись населения, как вы понимаете, нужна не только для вот таких, во многом гуманитарных вопросов, это конкретика. Сколько школ нужно? Сколько учебников нужно? Сколько нужно денег выделить на культурное развитие такого или иного народа? То есть, чем меньше численность народа, тем, когда наше правительство, Татарстан в данном случае выступает репрезентирующей стороной, и федеральный центр говорит, так у вас меньше, что вы требуете учебники, школы, у вас же меньше становится. А когда больше, тут карты козырные появляются, что требования наши, они не беспочвены. Мы растем, мы демографию повышаем, и нам нужна инфраструктура культурно-духовной жизни этнической. Речь об этом. То есть, так как современные государства, они очень прагматичны, утилитарны, они смотрят на это. Как я вот сегодня приводил пример, когда один из членов Политбюро Сталин сказал, что вот Папа Римский там выразил недовольство, он сказал, а сколько у него танковых дивизий? Вот когда вы пойдете к чиновнику московскому, он скажет, да, роль истории татар, ладно, понятно,
на цифрах не надо объяснить, на цифрах. А поэтому это очень важно. И здесь то же самое. Вы идете к областному начальству, и вам скажут, а сколько здесь татар? Там, 20 тысяч. Ну тогда, извините, школу вам не положено. Ну, куда тут? А если 50-100 тысяч, тогда уже другой разговор. Айсин абсолютно прав. Увы. Но сегодня в России национальная политика базируется действительно на прагматических, утилитарных принципах. Государство дает явные сигналы, что национальная политика – это не та сфера, куда будут вкладываться большие государственные деньги. Да, сложно сказать, что Россия ведет какую-то политику, направленную против коренных народов страны. Но и намерение экономить на их духовных и культурных, этнических потребностях явно демонстрируется. В качестве примера приведу Федеральный фонд сохранения и изучения родных языков народов России. Этот фонд был создан еще в 2017 году в качестве такой успокоительной таблетки, чтобы успокоить народы России, которые были недовольны изменениями в преподавании родных языков в школах России. Напомню, что в 2020 году этому фонду было выделено 96 миллионов рублей. В 2021 году уже будет 88 миллионов рублей, а в 2023 году и вовсе сумма сократится до 85 миллионов рублей. Напомним, что Татарстан только по своей госпрограмме по развитию и сохранению татарской идентичности ежегодно собирается выделять и тратить более 100 миллионов рублей. Как видите, в России татары нужны только самим татарам. Ну а что касается других народов России, то довольны ли этим крохом и щепоткам эти народы? Ведь эти деньги выделяются на сохранение и развитие их родных языков. С большим сожалением признаем, что история с Карабахским конфликтом между Азербайджаном и Арменией отразилась не в самом лучшем смысле этого слова и на нас, на татарах, и на всех тюрках России. Вице-спикер Госдумы и бывший ведущий Первого канала Петр Толстой очень жестко и негативно высказался против практически всего тюркского мира в России, против тюркских народов и еще что-то против Золотой Орды приплел. Прям настоящий орденофоб получается. Вы поймите, национальный характер русского человека в рамках вот этого тюркского диалога, он исчерпывается Пересветом и Ослябей, которые просто по щам надавали этим кочевникам с кибитками и гнали их, и догнали их до нынешних границ. И если надо, еще раз надаем. Не волнуйтесь за них. Но не забывайте, что мы 300 лет жили под властью кочевников с кибитками, как вы выразились. 300 лет, и неплохо, кстати, там устроили все. Нормально. Да, и мы в том числе. У нас КН не туда пошел. Сказал эти слова Петр Толстой на передаче «60 минут». Я лично не фанат этой программы. Мне не нравятся такого рода телевизионные форматы болтовни. Но, насколько мы понимаем, эти слова Петра Толстого в прямом эфире были сказаны. Кто успел, тот успел зафиксировать его слова, но мы не смогли найти эти его слова и высказывания в тех видео, что создатели передачи «60 минут» выкладывают на своем YouTube-канале. Ну что ж, хоть на этом спасибо, но мы запомним слова Петра Толстого и его искреннее отношение к нам, к тюркам. Но лучше всего о тюркском мире и о его месте в России сказал недавно Максим Шевченко. Почему русский человек должен как-то ненавидеть тюркский мир? Мы русские, не знаю, как вы, армяне, мы русские с тюрками жили испокон века. Само основание нашего государства, основанное фактически Рюриком и Святославом, состоит уже из конфликта, контакта, диалога с тюрками. Хазары, которые владели Киевом на момент, когда варяги пришли с севера и завоевали, были тюрками. Печенеги, которые пришли туда и с которыми воевал Святослав, были тюрками. Черные клобуки были тюрками, половцы были тюрками. И есть такая интерпретация, что якобы всегда была война. Конечно же, это не так. Русские князья породнились с тюркскими князьями, с тюркскими ханами. Нам, русским, с тюрками делить нечего. Мы с тюрками живем тысячелетия, как говорил Лев Николаевич Гумилев, вместе.
Древняя Русь и Великая Степь. Вот что нас объединяло с тюрками. С башкирами, с предками. Башкир современных, татар-башкир. Значит, татар современных, кумыков, нагайцев, крымских татар, казахов, кыргызов. Это наша была земля. У нас на Турции не замыкаются наши видения тюркского мира. Тюрки наши братья. С тюрками, как и с угрофинами, от которых произошла значительная часть русского народа, которых насильно русифицировали и превратили в русских. Это коми, это зыряне, это мордва. Мы живем очень давно. У нас с ними нет проблем. Те, кто нас пытается стравить с тюрками, поссорить с представителями тюркского мира, это враги России. Какое очень правильное замечание сделал Максим Леонардович. Ну что, подписчики, чьи слова вам ближе, Толстого или Шевченко? Общественник и один из бывших лидеров организации «Башкорт» Руслан Габбасов написал статью, посвященную башкирам и предстоящей переписи. Общий анализ этой статьи нас подкупает своей честностью и прямотой. Причем очевидно, что главный посыл Габбасова направлен именно на башкир, и он заключается в желании умерить необоснованно завышенные ожидания башкир от переписи. Татарам тоже стоит присмотреться к предстоящей переписи трезво. Итак, Габбасов отмечает, что по данным последних переписей численность не только башкир, но и таких народов, как татары, чуваши, мордва, марийцы и другие финно-угорские народы в России сильно снижается. Башкиры между переписью в 2002 году и переписью в 2010 году потеряли за 8 лет чуть более 88 тысяч человек. Было 1 миллион 673 тысячи человек, а стало 1 миллион 584 тысячи человек. Татары за эти же 8 лет потеряли почти 244 тысячи человек, достигнув численности в 5 миллионов 319 тысяч человек. В относительных цифрах татары, конечно же, не так много потеряли, как башкиры. У татар это минус 4,39%, а у башкир минус 5,31%. Почувствуйте разницу, что называется. Чуваши за 8 лет потеряли более 200 тысяч человек. Увы, но такая картина у всех народов Поволжья. В то же время Габбасов отмечает рост численности у кавказских народов. Сильно прибавляют чеченцы, аварцы. За братьев тюрок-кумыков хочется порадоваться, так как они по переписи 2010 года взяли планку в 500 тысяч человек и продолжают, я надеюсь, расти. Габбасов предрекает, что башкир по переписи 2021 года станет меньше. Башкиры пребывают не в самых хороших экономических условиях. Габбасов перечисляет такие явления, как безработица, пьянство, суициды, разводы, нежелание молодых людей создавать семьи. На самом деле от этих явлений не застрахован ни один народ Поволжья. Возможно, что в плачевном состоянии пребывают и некоторые другие группы большой татарской нации. Но мы отметим действительно смелое и честное заявление Габбасова. Процитируем его. Сфокусированность на проекте северо-западных башкир привела к тому, что упущена работа с основным башкирским населением, как в республике, так и за ее пределами. Сегодня нам очень важно провести предстоящую перепись населения в республике честно. Не обманывать в первую очередь самих себя в вопросе реальной численности башкир. Лучше знать горькую правду о том, что, возможно, нас на самом деле меньше, чем было записано, и принять самые радикальные меры по спасению численности башкирского народа, чем обманывать еще следующие 10 лет себя и тем самым упустить навсегда шанс выправить демографическую ситуацию. В то же время мы помним высказывание Руслана Габбасова относительно положения татарского языка в Башкортостане. По поводу татар я свою имею четкую позицию. Я противник
предоставления татарскому языку статус государственного языка Республики Башкортостан, потому что татары самоопределились на территории Республики Татарстан, и у них там государственный язык, татарский язык, и он имеет все возможности для развития именно там. Татары Башкортостана такие же хозяева своей республики, что и башкиры, что и русские. Мы уверены, что татары имеют абсолютно равные права, что и другие народы Башкортостана. Для нас, конечно, странно слышать в 21 веке в качестве аргумента для отказа татарам с права на татарский язык, как на государственной Башкирии, избитый тезис про то, что татары и башкиры сами как нация определились в начале 20-х веков, когда образовывали Советский Союз, Татарстан и Башкортостан. Ну, определились. Точнее, татарам дали возможность определиться с Татарстаном и его нынешними границами 1920 года. Ну, дали башкирам определиться с Башкортостаном с какой-то очередной попытки. А зачем в Конституции Башкирии в 1978 году убрали упоминание татарского языка? С чего вдруг так изменились отношения к татарам в Башкортостане?